Добрый день, меня зовут Евгений Хлобыстов. И сегодня мы поговорим об окружающей среде Крыма и о контурах устойчивого развития полуострова. Нам необходимо увидеть их сегодня, чтобы воплотить в жизнь завтра. Поверьте, недалек тот день, когда забота о развитии Крыма станет насущной повесткой дня для украинцев. Поэтому уже сегодня необходимо стратегическое видение будущего Крыма. А в недалеком будущем потребуются конкретные усилия для разработки программ и проектов, направленных на охрану окружающей среды полуострова, на достижение его устойчивого развития в 21 веке. Почему нас беспокоит состояние окружающей среды в Крыму? По двум основным причинам. Отсутствие информации и сопричастность. Да, мы сопричастны к проблемам Крыма, его судьбе и перспективам. Мы верим, что с течением времени Крым, как единый комплекс природных и рукотворных ландшафтов, станет заботой Украины, и призываем уже сейчас приложить усилия для того, чтобы разобраться в существующих экологических проблемах Крыма и путях их решения. Итак, первое. Мы не имеем достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды в Крыму и интенсивности загрязнений. Наше общество традиционно ставит под сомнение любую официальную информацию. Поэтому мы бы хотели наладить партнерство и сотрудничество с крымскими общественными экологическими организациями, чтобы получить еще один взгляд на то, как сегодня живет Крым. Какие опасности для человека и природных ландшафтов актуальны для полуострова. Как мы, украинские активисты, можем содействовать их решению. Второе. Нас беспокоит завершившееся строительство скоростной магистрали Севастополь-Керчь, которая прошла через ряд объектов природозаповедного фонда. В былые годы именно наличие заповедных территорий и соблюдение природоохранного режима не позволяло провести подобные инфраструктурные проекты. Третье. При строительстве моста через Керченский пролив сваи забивались в глинистое дно пролива на глубину более 150 метров, что является беспрецедентным углублением свай в этом районе с повышенной сейсмичностью. Это в перспективе может привести к техногенным землетрясениям. Например, в Украине разработка Долинского месторождения привело к середине прошлого века к землетрясениям с магнитудой в 6 баллов. И это была реальность. Какие могут быть последствия для Крыма спустя несколько лет, можно только предполагать. Четвертое. Огромные территории южного берега Крыма, восточнее Судака, выделены под военные полигоны и объекты военной инфраструктуры. Стрельбы, учения и прочее использование в военных целях ставят под угрозу состояние окружающей среды региона. Пятое. Изменение уровня грунтовых вод в районе неработающего Северокрымского канала. Шестое. Севастопольская бухта – одна из самых техногенно загрязненных акваторий Украины еще до аннексии Крыма. Ныне состояние бухты и воды неизвестно, но прогнозируем, что значительно хуже, чем 5 лет назад. Седьмое. Программа освоения южного берега Крыма приводит к эрозии почв и разрушению почвенного покрова. Увеличивается вероятность оползней, селей и обвалов. Восьмое. Нет реальных площадок для обсуждения состояния окружающей среды Крыма и актуальных экологических проблем. Наша цель – дать старт такой площадке и содействовать улучшению экологической обстановки на полуострове, содействовать формированию целостной политики Украины по возвращению Крыма и его устойчивого развития в будущем. Крымско-татарский ресурсный центр будет отслеживать ситуацию в Крыму, содействовать в меру наших возможностей охране окружающей среды и устойчивому развитию Крыма. Это общая цель всех крымчан, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства и языка общения. Да будет мир на нашей земле.